Сыктывкарка Мария Тюрнина выбирает лук-севок. Говорит, самое время. Посадочный материал надо хорошенько просушить. Кроме этого, пора уже сажать перец и помидор на рассаду. Семена жительница столицы выбирает со знанием дела. Ну, я, во-первых, смотрю, чтобы срок годности был. Это в первую очередь. Там, до какого года он годен. А остальное там смотреть, что если даже, которые они вот красивые такие, эти картинки, это роли не играет. Даже возьмешь простые такие семена, без рисунка, они бывают лучше даже. Кстати, по новым правилам сейчас срок годности на пакетиках уже не должен указываться. Надо смотреть на год урожая и дату фасовки. Чем моложе семена, тем у них лучше всхожесть, напоминают госинспекторы Россельхознадзора по Коми. Впрочем, выбор семян и посадочного материала – это целая наука. И чтобы не попасть в просак, надо смотреть во все глаза, выбирая даже лук. Она должна быть филигранная, чистенькая, в общем-то, и не попадаться больные как бы растения достаточно. Выбирать луковичка была плотненькая, а не мягкая. Кроме того, надо проверить информацию на пакетике. Например, адрес производителя, упаковщика, номер телефона. Если что, будет у кого спросить документы, узнать посевные качества и какая лаборатория делала исследования. Во-вторых, проверить, зарегистрирован ли указанный сорт культуры в государственном реестре селекционных достижений, которые допущены к использованию. Информация об этом представлена на сайте Россельхознадзора. А еще на упаковке должен быть указан номер партии. Каждая сопровождается сертификатом соответствия или сводным свидетельством. Где указывается номер партии, непосредственно должно сходиться с пакетиком, и документ непосредственно должен сходиться. Где идет схожесть, чистота, где гибрид или не гибрид эти семена, и где сделана, какая сделала лаборатория на посевные сортовые качества и происхождение этих семян. В специализированных магазинах отмечают, сейчас покупатель грамотный, начитанный, много информации черпает из интернета. Бывает, даже люди сами продавцу устраивают курсы ликбеза, как правильно выбрать семена. Впрочем, предприниматели, которые на этом рынке уже не один десяток лет, стараются работать с проверенными поставщиками. Обязательно смотрят за сроком и чтобы на каждую партию товара были все документы. Если пересортится, да, конечно, это уже предъявляется претензии, и партия занимается и отправляется производителю, естественно. Ну, это было, может, раз, наверное, за мою практику, раз в 15 лет, наверное, точно было. Что значит пересортится? Но если предъявлены, допустим, перец, а лежат там томат. Госинспекторы Россельхознадзора по Коми уже в начале марта выйдут по торговым точкам в рейды с проверкой. Среди часто встречающихся нарушений – отсутствие документов соответствия, истекший срок товара и иной сорт на упаковке, которого нет в государственном реестре. Разумеется, это влечет за собой штрафы. Физическим лицам приходится выкладывать от 300 до 1000 рублей, юридическим – от 1000 до 5. И чаще всего нарушения встречаются у уличных торговцев. В лавках посадочный материал могут подсунуть и с грибковыми, и вирусными заболеваниями, и даже с паразитами. А поэтому специалисты рекомендуют все же за семенами идти только в специализированные магазины, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.